Что происходит в сфере усыновления в Кыргызстане, всем известно давно. Время от времени разгораются скандалы. То врачи продают детей, то соцработники разрешают иностранцам провести несколько дней в гостинице с воспитанницами интерната. Хотя девочек хотела забрать к себе семья из Бишкека. С того случая прошел почти год. Международная организация, содействующая усыновлению, теперь лишена аккредитации. Чиновники понесли дисциплинарную ответственность. Активисты и правозащитники, видя все это, требуют скорых изменений. Чтобы усыновлением занималось не только Министерство труда и социального развития, но и другие госорганы, как это происходит в некоторых европейских странах. Если посмотреть практику других стран, тоже Молдовы, например, Болгарии, там вопросы усыновления, они, все-таки относятся, имеют более такой, коллегиальный орган. Там есть целые советы, которые с участием всех государственных органов, правозащитных институтов, НПО. То есть там есть целые советы консультативные, которые и наблюдательные советы, которые проводят мониторинг, чтобы ни один ребенок не был продан, чтобы не было торговли детьми, а было усыновление в интересах ребенка. Институт омбудсмана, пожалуйста, Министерство юстиции, то есть все министерства, которые каким-либо образом они касаются ребенка, отвечают за безопасность ребенка. Лишь одну из своих функций Министерство труда и социального развития собирается передать Министерству юстиции. Именно это ведомство в планах будет заниматься аккредитацией международных организаций. В 2018 году таких организаций было 8. В этом году еще 7 пожелали зарегистрироваться официально. Пока этот процесс приостановлен по требованию Генеральной прокуратуры. Мы сейчас пересматриваем документы, которые они подавали. И этот уже срок закончился. Документы мы все пересмотрели, мы будем продолжать там работу. Мы хотели посмотреть эти организации, запросить некоторые недостающие документы с Министерства иностранных дел, задать некоторые вопросы этим же организациям, для того, чтобы уточнить, можно ли продолжать работу. По данным курирующего ведомства, за 9 месяцев 2018 года в Кыргызстане 521 ребенок обрел приемных пап и мам. Еще 20 ребятишек усыновили иностранцы. Последние в основном берут к себе детей, у которых есть проблемы со здоровьем. Чиновники говорят, что в тесной связи с каждым из них из-за рубежа ежеквартально присылают отчеты с фотографиями. Тем не менее, в детдомах Кыргызстана сейчас более 12 тысяч детей. Немало и взрослых, желающих усыновить ребенка. Только, как замечают правозащитники, порой потенциальным приемным родителям приходится стоять в очереди по 5, а то и по 10 лет. В нашем детском доме «Малютки», говорит, у нас большое количество детей, но из них больше половины – это дети статусные. Дети, у которых не определено, можно его усыновлять, нельзя усыновлять. То есть вот в этом плане необходимо поработать, чтобы люди, которые хотят взять ребенка, они тут же его получали. Ну и, конечно, большая проблема подготовки родителей. Вот мы сегодня говорили о том, что не всегда те родители, может быть, они материально готовы, может быть, они, значит, там по всем параметрам подходят, но они психологически, нравственно не готовы быть приемными родителями. Некоторые граждане возвращают приемных детей в детдома спустя несколько дней после усыновления, говорят правозащитники. Детские учреждения Кыргызстана пополняют и дети мигрантов, которых бросают родители за рубежом. В банке данных пока числится всего 246, которые подлежат усыновлению. Остальным приходится ждать, когда по их делу вынесет решение суд или родственники огласят свое окончательное решение. Анастасия Соболева, Нурбек Капаров, НТС.